месяц Рамадан. Мусульманнарның мукаддас Рамазан Шариф айы башланды. У мусульман начался священный месяц Рамадан. Мусульманнарның мукаддас Рамазан Шариф айы башланды. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем «Уфимский разворот». Сегодня у микрофона вас приветствует Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И номера наши, как обычно, +7 927 304 1051. Писать и в Телеграм можно, и просто смс-ками. Пишите смс-ки, обязательно подписывайтесь. В общем-то, участвуйте в эфире. Все, что думаете по поводу того, что мы тут читаем и говорим, то, пожалуйста, нам присылайте. Начнем с напоминания, что сегодня не простой день, а 7 мая. День, один из тех дней, которые называют днями радио. Этот день, конкретно 7 мая, да, он празднуется в этом смысле в странах бывшего Советского Союза. Вот Википедия пишет, что это Россия, Белоруссия и Армения. Остальные 12 бывших советских республик в этот список не вошли. Но поздравляем наших коллег с этим праздником и поздравляем вас, дорогие друзья. Что вы можете поздравлять нас смс-ками. Да, кстати, нас еще смотреть можно на Ютубе, в Фейсбуке. У нас там трансляции, как обычно, запущены и идут. Ну что, мы читаем сегодня прессу, продолжаем читать не печатную. Печатная, видимо, ушла в отпуск. Газет, наверное, на этой неделе сегодня не будет. Почитаем сайты, поголосуем, послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас... послесловие. Да. У Азамата Саитова в гостях был руководитель агентства по печати СМИ Республики Борис Мелкоедов, тоже наш коллега. Вот послушаем, о чем они разговаривали. Но во второй части программы у нас гости. Сегодня мы поговорим про сохранение башкирского языка, про гранты, про изучение. В общем, все те темы, которые продолжают родителей, детей, не знаю, просто общественность республики будоражить. Так что можете уже свои вопросы присылать. Ну а мы начинаем обзор прессы. Хочу сказать о материале на Медиакурсети и о своих наблюдениях. Минувшие выходные, и судя по соцсетям, кстати, тоже оказались полны не только, шашлыка, праздничного настроения, но и мусора. По поводу того, как протекает наша мусорная реформа, я сам наблюдал, был в 2 сельских, населенных пунктах республики. Очень много мусора местные жители выбрасывают в эти контейнеры, которые поставили с начала новой реформы. Но при вывозе этого мусора, я убедился сам, опять же, лично, да, что зачастую очень много этого мусора остается рядом, нет ограждений никаких, ветреная была погода, мусор разлетается, просто безобразие, да, вокруг творится. Вот Медиакурсеть приводит видеоролик из села Амзя Краснокамского района, где такая же картина. В соцсети сегодня с утра наблюдаю, села и деревни Уфимского района также мусором полны. Наверное, только остается констатировать, да, и обратить внимание властей на то, что не все, слава богу, в датском королевстве, нужно как-то... Господи, села, деревни, в парк лесоводов кто-нибудь зайдите для начала, а потом про сел, деревни поговорим. Парк лесоводов весь завален. Чуть не сказала нехорошим словом. И мусором. Городские дворы даже с этим сталкиваются. Почему-то в выходные дни принято, реже мусор вывозить, хотя, на мой взгляд, надо это делать наоборот чаще, потому что люди находятся дома и больше... Так что там Медиакурсеть пишет? Они просто приводят видеоролик и напоминают, что, ребят, смотрите, какая ситуация ужасная. То есть здесь нет никакого комментария дополнительного. Я хочу материал на Эдель Реалии обозреть и обратить на него ваше внимание. Называется «Пытки, секретная тюрьма и коррупционный скандал». Ради Хабиров формирует свое окружение еще до выборов главы. Как в Рио, он готовится отказаться от этой приставки в Рио, перейти к моменту выборов с хорошим рейтингом и уже сформированной командой. И, собственно, вот об одном из членов этой команды Дель Реали пишет они про Артура Ахмедханова, заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Он курирует сейчас вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС,
Госкомитетом по юстиции, Министерством молодежной политики и спорта. Такой прям разброс классный, да, безопасность и Ну, в целом, такое молодежная силовое политика. направление. Артур Ахмедханов был назначен в октябре 2018 года. Он тоже исполняет обязанности, как, впрочем, и многие из команды Хабирова, пока Хабиров в Рио, они тоже все там временные. У Ахмедханова, как пишет Адель Реалии, богатый послужной список. До последнего назначения он занимал пост заместителя командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Раньше он отметился на Северном Кавказе, был там главой управления МВД по Северной Осетии, Алании. И вот как раз про период, когда Ахмедханов работал именно там, вот Адель Реалии пишет. Прежде всего, дело о пытках в полиции — это одно из таких довольно громких дел. Если вы следите за вот этими всеми пытками в органах внутренних дел и во ФСИН, то, конечно, я думаю, вы многие об этом слышали. В октябре 2015 года в Северной Осетии в больнице во Владикавказе, да, житель Северной Осетии умер в больнице, Владимир Цкаев. Его доставили в больницу с огромным количеством очень сложных, серьезных травм, сразу в реанимацию. Он туда попал после допроса в отделении полиции. Его там достаточно долго пытали, потому что он подозревался якобы в организации нападения на местного сотрудника спецназа. Потом вот человек, который реально организовал это нападение, он пришел в полицию с явкой из повинной. То есть совершенно невиновного человека запытали до смерти. В тот момент как раз Ахмедханов и руководил главой МВД по Северной Осетии. Он после произошедшего подал рапорт, ушел в отставку, и он тогда был в должности генерала. Потом Адель Реалии рассказывает, собственно, о том, как работают ИВС. Это изоляторы временного содержания в Северной Осетии, в Владикавказе. И вообще там, опять же, где работал Ахмедханов, называют его, один из ИВС называют североосетинским Гуантанамо. Там избивали постоянно, систематически пытали людей, которые туда попадали, и правозащитники постоянно обращались с жалобами, но каждый раз получали просто отписки. И Адель Реалии напоминает, что Ахмедханов все еще в этот момент работал, это 2015-2016 годы, он все еще в этот момент работал как раз там. Ну и тут про коррумпированность тоже, о том, что он стал участником скандала, который случился в период реформ МВД президентом, тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. Изменения были инициированы президентом с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов, в частности, борьбы с коррупцией, улучшения имиджа правоохранительных органов. Но в Северной Осетии разразился скандал из-за взяток при реализации антикоррупционной реформы. Классика просто. Ну и вот такая большой достаточно материал. Хочу еще раз на него обратить ваше внимание. Адель Реалии, и прям советую почитать. Довольно интересно, такие неожиданные повороты. Ну, кстати, они вот здесь напоминают, что тот же Ахмедханов состоит в оргкомитете по подготовке к акции «Бессмертный полк», который ждет нас в ближайшие дни. И вот мы о ней тоже вчера говорили, о том, как у нас идут разнарядки по школьникам, да, прежде всего. Хотя мы не сомневаемся, что эти разнарядки есть и, в принципе, в других организациях бюджетного характера. Ну, продолжая в некотором роде правоохранительную тему, материал «Коммерсанта» о том, как УФСИН Башкирии нашел подрядчика для экспорта автозаков на Кубу. Мы уже об этом сообщали. У нас заключенные изготовили несколько, по-моему, 5 автозаков, которые должны быть направлены на Кубу. И это подарок, который решил подарить дружественной стране премьер-министр России Дмитрий Медведев. И вот пошел конкурс по поводу того, кто будет заниматься этой доставкой. Стоимость груза общая составила 36 миллионов рублей, а сама доставка должна, соответственно, стоить 7 миллионов рублей. Получается, автозаки будут доставлены на Кубу в ближайшее время морем. И заключенные 7 Кубы... это же была изначальная цена контракта, там же предложили меньше. Там меньше. 4,5 да, предложили. 4,5 точно. Ну, как бы сумма почти в 2 раза На меньше самом получилась. деле, новость не в том, что кто-то там чего-то предложил и выиграл какой-то тендер на доставку автозаков в Кубу, а о том, насколько у нас политика двойных стандартов соблюдается везде, потому что, как там отмечает «Коммерсант», и мне кажется, это вот самая важная мысль, на самом деле, этого материала, в том, что автозаки, которые изготавливаются для
жителей России, Отличаются по они свойствам, да. абсолютно не идентичны тем, которые изготавливаются для Кубы, потому что в автозаках для Кубы есть кондиционеры, есть биотуалет, есть места для конвоиров, которые сопровождают арестованных заключенных там, от места до места, и там нет одиночных камер, в то время как в наших автозаках эти одиночные камеры есть, туалетов нет, нет кондиционеров, зато есть отопление на случай вот лета такого примерно как сейчас, чтобы вот совсем ребятам там жизнь не казалась сахаром. И набивают в эти автозаки там человек по сколько там, по 50, мне кажется, там просто друг на друге все лежат. Но в Кубу можно, да, отправить классные, все-таки модные. У наших есть одиночные, а у них нет одиночных. Получается, набивать все-таки планируют у них, а не у нас. Наличие одиночных камер не отменяет того факта, что ты можешь еще туда напихать кучу людей. Конечно, да. Согласен. Так что, в общем, да, классно. Все для дружественных республик. И зачем нас-то беспокоиться? Ой, нас тут с Днем Радио поздравляют. Спасибо вам большое, наши дорогие слушатели. Вот и Сергей тут нам пишет, что мы единственная региональная станция с актуальной и правдивой информацией. Как приятно. Спасибо вам, Сергей, друзья. Спасибо, что слушаете. Немного приятного. Уфимский фонтан «Танцующие журавли» должен переехать таки на новое место. Я напомню, он находится на площадке перед городским дворцом культуры и уже больше 10 лет находится в состоянии такой реконструкции, да, вялотекущей. Далеко он не переедет, его установят в новом сквере Дубки, за тем же городским дворцом культуры на проспекте Октября. Об этом пишет портал «Реальное время». Проект представил главный архитектор города Олег Байден. Предусмотрено создание плоскостного бассейна с композицией журавлей в центре, прогулочной парковочной зоной с мощенными тропинками и так далее. Работы начнутся с 1 июня, а завершить их планируется уже к 1 октября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы. Отмечается, что открытие нового сквера вдохнет свежую струю в микрорайон. Видимо, тот самый как микрорайон, возьмет, который как между Блюхером. Есть у нас еще буквально минутка. Хочу обратить ваше внимание на материал на портале УФА-1. И он у меня почему... нет, все, ожил. Сначала сломался, потом наладился. Уголовное дело на 10-летнего в Башкирии четвероклассника обвиняют в сексуальных домогательствах. Это сколько ему лет? 10? Ну, если в заголовке уголовное дело на 10-летнего, то, наверное, да. Школьника из Башкирии обвиняют в домогательствах к 9-летней девочке, мальчику всего 10 лет, он уже стал фигурантом уголовного дела. А как вообще можно завести уголовное дело на ребенка, которому даже 14 нет? Ну, в смысле, у нас подсудность со скольки лет начинается? С 14, нет? Да, с 16? ну, насколько я помню. Ну, не с 10 же. Только доказательства его вины, как уверяют родители, нет никаких, кроме слов самой вот этой девочки, ее называют потерпевшей. Они уверены, что в момент произошедшего ребенок находился в школе и к соседской девочке не прикасался, но силовики считают иначе. Мальчику грозит отправиться в приемник-распределитель и всю жизнь носить клеймо юного насильника. Ну, тут, конечно, коллеги немного краски, наверное, сгущают, но ситуация вот какая. История началась 21 января, угадайте где, в Стерлитамаке, разумеется. Ученик местной школы вместе с родителями был дома, когда к ним в дверь постучались полицейские и попросили вывести мальчика для разговора. Стражи порядка рассказали, что сейчас разыскивают мальчика, который повалил на землю и трогал девочку из другой школы между ног. Отдавать ребенка в руки правосудия отец отказался, сотрудница полиции предупредила, что он препятствует выполнению ее служебной деятельности. В общем, показали ребенка, опознали как преступника, и, в общем, началось вот это вот совершенное какое-то безумие. Рассказывает, собственно, как там все это происходило. Девочка сказала, что он там ее якобы уронил, да, на землю. И там говорят о том, что этот мальчик якобы вообще гроза всего Стерлитамака, и там чуть ли не всех там бьет и всячески не дает жить. Но, в общем, какая-то дичайшая совершенно история. Разговаривать с журналистами мама вот этой самой девочки не хотела. Сказала, типа, все, у следователя узнавайте, я комментариев давать не буду. Потом в редакцию позвонил отец школьницы, не стал называть свое имя, сказал, что как раз мальчик весь двор держит в страхе, пристает ко всем девочкам. В МВД эту официально информацию не комментирует. Ну, здесь вот комментарий адвоката, что действительно до 14 лет, если даже вот все это будет доказано, его поставят просто на учет и, в общем, будут дальше наблюдать. Если ничего не будет доказано, то дело будет закрыто и, соответственно, оставлено как есть. Просто дичь какая-то. У нас,
Я прям каждый раз полыхаю, как факел, как Жанна Дарк на костре просто с таких новостей. Ну ладно, будем заканчивать обзор прессы. Давайте слушать отрывок из вчерашней программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Напомню, в гостях у него был руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов. Про интернет. Вот цитата. «Вместе с тем мы понимаем, что для этого должен создаваться новый продукт, потому что просто брать PDF-ки и ставить их на сайт». PDF – это интернет-макет газетной полосы, грубо говоря. Ставить PDF их на сайт – это сейчас мало кому интересно, поэтому нужны новые СМИ, продолжаете вы. И стоит задача трансформировать эти издания, перенастроить их на полноценную работу в интернете. Вот каковы успехи в переходе части башкирских СМИ, даже не в переходе, а в дублировании в интернете? Работа началась, работа идет, работа завершается. Вот примерно. Работа, наверное, никогда не завершается, пока живы люди. А если мы говорим о том, что есть ли сайты районных городских газет, то да, у каждой районной, городской и республиканской газеты, журнала есть сайт. Если мы говорим о том, все ли нас устраивает там, то нет, не все устраивает. А вот на сегодня как он выглядит сайт? Вот, например, газета «Районные зори», скажем так, условно. Вот она выпускает бумажную версию. И тут же дублирует эти же материалы на своем сайте? Нет, не дублирует. Новости – это примерно одинаково, что там и здесь. Там очень много материалов, которые больше все-таки направлены на коммуникации, то есть не на просто информирование, а на взаимодействие с людьми. То есть, ну а разве бумажная версия газеты не признана это делать? Сейчас вот новостная журналистика, она все-таки переходит в большей степени в интернет. Печатная версия – это все-таки больше аналитика, больше… То есть, говоря простым слогом, интернет-версия – это телеграфный стиль, да. А бумажная версия – это для того, кто привык читать, вчитываться, перечитывать, возвращаться обратно, то есть какой-то делать для себя анализ, так? Да, на какое-то более глубокое чтение рассчитано. Хорошо, вот нарисуйте, пожалуйста, неусредненный портрет башкирской журналистики. Возраст, образовательный уровень, степень профессионализма. Значительная часть, если мы уберем тележурналистику, да, то это в среднем 50 лет. В газетах? В газетах, да. Наверное, из особенностей башкирских это знание нескольких языков, кроме русского, там, башкирский или татарский, как минимум. И достаточно серьезная ответственность перед читателями, то есть, может быть, немножко скромность, иногда, может быть, мешающая профессии. То есть, вы хотите сказать, что сегодня в печатных СМИ костяк составляет те, кто пришел в журналистику, где-то до еще распада СССР, в те годы примерно в 80-е, конец 80-х, 90-е, молодежи мало. Да, то есть… А чем вы это объясняете? Во-первых, печатные СМИ, они ощущают давление рынка. То есть тиражи падают, реклама падает, доходы не увеличиваются. И профессии остаются те, для кого это является осознанным выбором, и он журналист по призванию, то есть он понимает, что ничто другое не даст ему столько ощущений, сколько… Морального удовлетворения от работы. То есть заработок не является основной целью жизни. Какие минусы вы видите, как министр печати, в том, что сегодня в газетах работают все-таки люди, которые знают цену слова, умеют писать, а на телевидении идет молодежь, которая, может быть, больше скорохваты пока что в силу возраста. Это минус или это естественный процесс? Я думаю, что это естественный процесс, потому что телевизор – это эмоции, а газета – это в большей степени логика. Что надо быть действительно великим, чтобы через слово передать эмоции. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях нашего коллеги был Борис Мелкоедов, руководитель агентства по печати информации Республики. Соответственно, полную версию эфира смотрите на нашем сайте echo.mskUFA.ru, а также в наших социальных сетях. Ну что, а сейчас мы еще одну тему возьмем и успеем проголосовать до перерыва. Нас тут снова поздравляют и с майскими, и с Днем радио. Спасибо. Да, у нас есть еще одна тема. Смотрите, у нас тут в Башкирии формируется молодежное правительство. И вчера появилась информация о том, что претендовать на места в этом молодежном правительстве смогут сразу 19 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Организация эта, молодежное правительство, как утверждают наши коллеги, направлена на поддержание социальных инициатив молодых граждан, создание условий для их самореализации, а также для привлечения их к решению социально-экономических и политических проблем. Можно еще до 10 июня заявки свои направлять, потом выберут, в общем-то, состав этого правительства. У нас очень простой для вас
вопрос. Мы не очень понимаем, как относиться к такому вот, к такой-то инициативе создания молодежного правительства. Вот на ваш взгляд, а это вообще молодежи-то надо? 262-72-47, да, конечно, надо. Это шанс, что их могут услышать, что они реально что-то могут поменять, на что-то повлиять, предложить какие-то клевые проекты, которые, ну, возможно, реально будут реализованы. 262-72-47. 262-72-48, никому это не надо, наберут своих, наберут каких-нибудь там сторонников Единой России, которые просто будут сидеть и нажимать на кнопочки в нужный момент. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Как вам кажется, нужно ли вообще это самое молодежное правительство, которое сейчас создают, самой молодежи? 262-72-47. Да, нужно. Молодежь сможет там реализовать какие-то свои потенциалы внутренние, я не знаю, предлагать какие-то классные проекты, реализовывать их, да что угодно там. Тут те же велодорожки, наконец, чтобы в Уфе по-человечески стали делать, да, через вот этот орган смогут как-то реализовать. 262-72-47. Да, хорошая инициатива, нужная молодежи. Молодежи надо куда-то девать свою вот эту энергию. 262-72-48. Никому это не надо. Создается это все, как вам кажется, просто вот, чтобы своих туда засунуть, свою молодежь какую-то там партийно, не знаю, сострадающую. И вообще толку от этого не будет никакого, там, никаких проектов в итоге не получится. 262-72-48. Отмечу, что 2 члена этого правительства, то есть председатель и его заместитель, будут получать даже зарплату, потому что они будут составлять аппарат этого правительства. Остальные будут работать на безвозмездной основе. Я, честно, Срок полномочий 2 года. Вообще не понимаю. То есть у нас есть молодая гвардия, какая она там у Единой России. Какая-то гвардия, короче, молодежная. Потом создается какая-то команда поддержки Радия Хабирова, Алга Башкортостан, что тоже там в молодежная. Курултае молодежный у нас есть. Что-то там где-то в Курултае, что-то там какие-то общественные палаты при городе, которые вроде как тоже там, ну, какая-то часть более-менее молодых людей там есть. Тут это молодежное правительство. Выхлоп-то какой? Они что-то делают вообще, кроме каких-то ура-патриотических акций на, не знаю, вот в мы, день кстати, выборов? мы регулярно сообщаем о том, что организовываются вот эти молодежные ведомства, а о том, что какие-то результаты достигли, вот что-то не помню. 262-72-47, да, хорошая инициатива, хоть что-то поменяется, молодежь сможет хоть как-то там свои творческие порывы реализовать в этом молодежном правительстве. 262-72-48, никому это не надо. Голосуйте, друзья, мы уйдем на новости, после вернемся, подведем итоги. В 7 часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Выплаты жертвам и пострадавшим в трагедии в Шереметьево будут осуществляться из 3 источников. Об этом рассказал глава Министерства транспорта Евгений Дитрих. Во-первых, выплаты со стороны страховой компании. Соответственно, второй тип выплат предоставят регионы. Сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям Московской области будут выплачены суммы в объеме 2 миллионов рублей. Пострадавшему от Московской области 500 тысяч. Остальным погибшим Московской области выплатят 1 миллион рублей, пострадавшим по 500 тысяч. И третий тип выплаты – это выплаты авиакомпании. Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по 5 миллионов рублей. На борту сгоревшего в Шереметьеве самолета «Сухой Суперджет-100» находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб. Между тем, авиакомпания «Ямал» решила не покупать новые самолеты «Сухой Суперджет-100». На сегодняшний день «Ямал» второй по величине парка эксплуатант лайнеров данного типа. Как сообщил гендиректор перевозчика Василий Крюк, причиной отказа от покупки 10 новых «Суперджетов» стали высокие расходы на обслуживание самолетов этой модели. Пентагон объявил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток. Как пишет у себя в Твиттере в Рио министр обороны США Патрик Шанахан, в регион направлены авианосец «Авраам Линкольн» и группа бомбардировщиков. Глава Пентагона объяснил такие шаги серьезной угрозой со стороны армии иранского режима. Суть угроз Шанахан не уточнил. Между Белым домом и Конгрессом наметился очередной виток противостояния. Глава Минфина США Стивен Мнучин отказался предоставить
предоставить демократам в Палате представителей налоговые декларации президента Трампа. В заявлении Мнучина говорится, что у Конгресса нет на это законных прав. Сам Дональд Трамп отказался предоставить такие сведения, объясняя это тем, что в отношении его компаний регулирующие органы и так проводят проверки. В Москве сегодня пройдет генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим с раннего утра и до окончания мероприятия движение автомобильного и общественного транспорта в городе будет перекрыто. Подробности о предстоящих ограничениях можно узнать на информационных ресурсах правительства Москвы. В Москве сейчас 13 градусов, днем 24-26, сегодня без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У 16-летнего Никиты Малагина Исибая сколиоз 3-й степени. Мальчику прописан специальный коррегирующий корсет. В прошлом году фонд «Изгелек» уже приобретал его для Никиты. Сейчас пришло время менять его на новый. Стоимость корсета, помогающего парню выпрямить спину и расправить плечи, 49 тысяч рублей. Помочь просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек пробел сумму пожертвования» или сделайте пожертвование с сайта фонда изгелек.ком. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет экономист Дмитрий Котов. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе» в Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Сегодня в Уфе пройдет генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщает мэрия города, на время репетиции будет перекрыто движение по участку проспекта Октября от улицы Шафиева до Кольской. Ограничение вводится с 20:30 до 23 часов. Кроме того, на участке от Северного проезда до Кольской улицы будет организована стоянка для автомобилей участников парада. В администрации города отмечают, что репетиция пройдет с использованием звукоусиливающей аппаратуры и просят отнестись к этому с пониманием. Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы объявило аукцион на строительство продолжения улицы Летчиков в Затоне. По условиям контракта, начальная цена которого составила 111 миллионов рублей, подрядчик должен будет до 29 ноября построить почти 500 метров дороги с тротуарами и местным проездом, а также велодорожкой. Как сообщает «Коммерсант», аукцион назначен на 27 мая. 97,7 миллиона рублей на строительство будет оплачено за счет федерального бюджета. 10 миллионов выделят из регионального бюджета и 3 миллиона направят из городского бюджета Уфы. Крымская компания подала в антимонопольную службу жалобу на тендер по реконструкции трассы М5 в Уфимском районе Башкирии. В ведомство обратилась экспертно-правовая компания «Выбор» из Симферополя. Заявитель считает, что Федеральное управление автодорог Приуралья при размещении закупки нарушило закон о контрактной системе, а конкурсная документация вводит участников конкурса в заблуждение. Рассмотрение жалобы было назначено на 29 апреля, однако о результатах пока не сообщается. Максимальная стоимость конкурса на реконструкцию и строительство 14-километрового участка трассы М5 в Уфимском районе составляет 9 миллиардов рублей. Аукцион назначен на 16 мая. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» провел трансферный обмен с «Трактором». В челябинский клуб перешли защитник Сергей Терещенко и вратарь Иван Федоров. Из «Трактора» в уфимскую команду переходит 22-летний защитник Никита Жульдиков. Он провел в КХЛ 73 матча и набрал 5 очков. В 2016 году Жульдиков стал призером молодежного чемпионата мира. И в завершении выпуска о погоде. Уфе сейчас ясный, плюс 20, ветер южный до 1 метра в секунду. Сегодня ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла. Елена Черкова, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051. Номер для ваших СМС-сообщений, сообщений в Телеграм. Я напомню, что до перерыва на новости мы объявили голосование и спрашивали у вас о создании молодежного правительства в Башкирии. Спрашивали, в общем-то, нужно, на ваш взгляд, это молодежи самой или нет. 262-72-47, да, хорошая идея. Молодежь сможет там проявлять какие-то свои инициативы, реализовывать какие-то проекты хорошие, нужные, важные. И вообще всегда какая-то активность, особенно на политическом плане, она для молодежи важна. 262-72-48, наоборот, вам кажется, что это совершенно бесполезная очередная какая-то вещь, и толку от этого никакого не будет, потому что куча уже подобных проектов, но о результатах их работы никто не знает. Давайте мы будем подводить итоги. Довольно однозначное голосование. 86% наших слушателей считают, что толку от этого молодежного правительства не будет никакого, и оно вообще никому не нужно. И сколько там, 14% считают наоборот, что вот что-то из этого хорошее выйдет. Оптимисты все-таки есть. Спасибо вам, друзья. Спасибо за голосование. Спасибо, кстати, да, за поздравления. Они продолжают приходить. Мы обязательно их потом после эфира прочтем. Ну, а у нас гости в студии. Я представлю наших гостей. Вместе с нами здесь Эльвира Байназарова, председатель Республиканской комиссии родителей при Всемирном Курултае Башкир, и Руслан Бекенин, сопредседатель Республиканской комиссии родителей при Всемирном Курултае Башкир. Мы здесь собрались, потому что до майских буквально праздников в Уфе состоялся первый всероссийский съезд учителей башкирского языка. Об этом СМИ писали, но мы хотели бы более подробно разобраться, что это за мероприятие. Насколько я понимаю, оно произошло впервые, да, в истории. Какие-то, наверное, решения были приняты на фоне того, что у нас происходит последние пару лет с изучением башкирского языка. Давайте начнем вот с информации о том, как прошел съезд, что решили. Кому вопрос? Руслан, доброе утро, давайте. Да, я, наверное, начну. Прежде всего, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Пожелать вам творческих успехов и всего самого наилучшего. Теперь касаемо нашего вопроса. Действительно, впервые произошло такое крупное событие, и, наверное, не секрет, вот с 2017 года, с лета, с осени, вот эти вот все вот передрязги идут у нас с башкирским языком, с родными языками вообще. И, наверное, вот следствием вот этих всех событий явилось, наверное, создание, созыв вот этого съезда учителей башкирского языка и литературы. Хочу отметить, как бы мы не относились к этим результатам, кто-то относится отрицательно, кто-то относится положительно, есть и такие люди, ну, разные. К результатам съезда вы имеете в виду? К результатам съезда, так. К итогам, да. То есть, как всегда, нет однозначного мнения, но, тем не менее, сам факт проведения этого съезда уже является, мне кажется, большим шагом вперед именно в аспекте сохранения и развития родных языков. Вот здесь хотел бы уточнить, этот съезд благодаря кому организован и проведен? Кто, я не знаю, финансировал, предоставлял помещение, проезд людям оплачивал в конце концов? Есть государственная поддержка? Да, организаторами съезда являлись Всемирный конгресс Курултай-Башкир и Министерство образования, ну, то есть правительство Республики Башкортостан, можно сказать, иными словами. Поэтому, то есть на самом высшем уровне, можно сказать, в частности, так как это съезд... Ну, то есть помех не было, денег дали? Да, организация была на уровне. Я сам присутствовал, участвовал на этом съезде, организация была на уровне, и приезжие наши делегаты тоже как бы отметили хорошее качество обслуживания, скажем так. Ну и продолжая, да, по сути, да, что все-таки добились в итоге этого съезда? Значит, как я уже еще раз хочу отметить вот этот факт, что сам вот это проведение самого съезда, это уже большой шаг, большой прорыв в области развития и сохранения родных языков. Теперь по поводу результатов. Вообще, сама структура съезда, вот первый день там делегаты работали по гимназии. Да, и во второй день уже была пленарная часть в Конгресс-холле Торатау. Во второй день, как раз-таки в этой пленарной части,
работали несколько дистанционных площадок по различным направлениям, по различным тематикам. На каждой из них присутствовали наши представители от родительской общественности, то есть члены республиканской комиссии, то есть мы были задействованы везде, в принципе, 7 всего дискуссионных площадок было. Не везде, к сожалению, наши предложения были услышаны, но, тем не менее, все-таки положительную динамику хочется отметить. Так, вот что вы предлагали? Вы предлагали вернуться к обязательному изучению, наверное, да, все-таки? В том числе, да. Но это же федеральное все-таки решение, да? Сам Путин в свое время сказал, что уходим от этого. Ну, смотрите, к примеру, на той дискуссионной площадке, где я присутствовал, это государственная политика как раз-таки в сфере сохранения родных языков. Модератором была Зугура Рахматуллина. Как вам известно, депутат Государственной Думы Российской Федерации. То есть непосредственно рядом со мной сидел человек, который заседает в Москве, да, то есть, который имеет законотворческую инициативу. В принципе, поэтому донести какие-то, вот меня как не сопредседателя республиканской комиссии, а как простого избирателя, как простого налогоплательщика, донести свои мысли. Кроме того, я был там в качестве и представителя большого довольно контингента родительской общественности, башкироязычной, скажем так, да, то есть не только свои мысли, а пожелания стоящих за мной людей, которые меня туда делегировали. То есть, и, кстати, со-модератором была Айбулат Хажин. Сразу первая мысль его была озвучена: коллеги, давайте будем работать продуктивно, чтобы наши вот эти вот все наработки сейчас, они пойдут наверх непосредственно на федеральный уровень. То есть они сами сразу нам поставили задачу, что мы можем влиять даже на федеральное законодательство, скажем так, высказывание своих мнений в том числе. Ну и в чем в итоге все-таки продвижение вперед состоялось, на ваш взгляд? Если, в принципе, предложение вроде как отклонили, но что-то как-то где-то вот общее... Само продвижение вперед, вот вы правильно задали вопрос, кто был организатором. То есть, если съезд был организован на таком высоком уровне, то есть, значит, уже вот этот вопрос, острота вот этого вопроса наверху осознана и понята. Ну, вот по крайней мере, мы уходим на уровень... Здравствуйте, со всеми поздороваюсь. Раньше, если мы существовали параллельно, по крайней мере, они нас не слышали, мы пытались до них достучаться, то, по крайней мере, сейчас уже точно эта точка соприкосновения уже какая-то осуществилась. По крайней мере, во-первых, были съезд учителей, во-вторых, третий участник образовательного процесса родители были, и, естественно, уже директора школ были, РАНО, представители власти. Соответственно, уже, по крайней мере, обсуждение на одной площадке, это уже является как бы знаком того, что уже нас хотят услышать. А услышали, не услышали, конечно, да. У нас был осадок, потому что все наши предложения мы готовили тщательно. На 7 площадок мы подготовили по каждой тематике, у каждой площадки своя тематика была. Мы каждой площадке подготовили свои именно требования, свои условия, потому что мы уже работаем 1,5 года, мы знаем, чем живет башкирский родитель, именно родитель башкирский, который хочет обучать своего ребенка на родном языке и который хочет хотя бы изучать родной язык, чтобы ребенок изучал в школе свой родной язык. Соответственно, мы уже и шли подготовлены. Мы в каждой площадке подготовили предложения, но они почему-то у нас не были озвучены на резолюции. Они вот сейчас это еще до сих пор идут. Последствия, это как вот после съезда конференции уже в каждом районе, опять-таки еще и собираются до сих пор, собирают для концепции, для стратегии развития башкирского народа, все равно еще предложения собираются, еще есть возможность как бы, по крайней мере, внести свое предложение. Но мы вот все равно, у нас осадок то, что нас не услышали. У нас были идеи поддержаны всем залом, потому что у нас на каждой площадке сидели и учителя, и они, это представители детского садика, воспитатели, и они на ура предложения наши приняли. Но опять-таки модераторы были поставлены чиновники, которые опять-таки в какую-то угоду по-своему работают. Ну, давайте как-то реально на ситуацию посмотрим. Пару предложений озвучите, которые вот в нынешних условиях, при нынешнем законодательстве можно было бы внедрить без ущерба тем и другим сторонам. Вот что конкретно вы предлагаете? Конкретно вот в том году у нас вот плачевная ситуация. У нас по 0,5 часов осталось родного языка. Это эффекты, сами понимаете. Ну, что это такое 0,5 часов на родной язык, 0,5 часов на родной литературе? Один урок в 2 недели. Да, 1 урок в 2 недели. Но это же, это вообще неправильно. Во-первых, качество сразу теряется. Дети забыли уже за неделю, что им задали. Мы требовали, чтобы хотя бы часы увеличились. Во-вторых, у нас получается, хотя единое пространство, да, говорят, вот единое пространство, единое образовательное пространство. В итоге в каждую школу, в которую мы входим, в итоге видим учебные программы, они разные.
У нас Министерство образования сегодня, на сегодняшний день, не дает никаких рекомендаций. Мы не знаем, для чего существует Министерство образования. До сих пор не выяснили их функцию по поводу того, что они делают именно в сохранении башкирского языка, какие функции выполняют. Потому что мы к ним и на прием ходили, мы и открыто заявляли, для чего вы тогда нужны, если вы не можете рекомендации делать для школ. Вы же должны какие-то программы создать. Защитить те же школы. Сейчас вот на сегодняшний день вопрос стоит о том, что нет возможности в садиках детей именно на башкирском языке хотя бы переводные вот эти программы вводить, потому что их надо ФГОС ввести. А ФГОС должно ввести кто? Опять-таки правительство. Но на сегодняшний день, опять-таки, это все на месте стоит. Мы вот эти все предложения были озвучены, они сами это прекрасно понимают. Но все. А как происходит вообще вот это взаимодействие? Вы приходите на прием в Минобразование, вот свои рассказываете проекты, свои планы. Вам что говорят? Да, классно, молодцы, и в результате ничего не меняете, или вам даже не говорят ничего? Да, они сопротивляются. У нас вот к какому чиновнику мы не приходим, у нас такое ощущение, вот, знаете, у меня вот лично сложилось ощущение, что есть прослойка чиновников, которые вот всячески противостоят вот этому. Я не знаю, по каким убеждениям это все делается. Они всячески делают, не поддерживают население, которое именно собралось. У нас инициатива от родителей в основном исходит. Вот вчера я была на конференции Месегутова, да, именно родители сами приехали, сами участвуют, мы сами будем, действительно, они уже сами переживают, что на самом деле у нас на грани того, что на грани вымирания свой язык, не вымирания, но, по крайней мере, под угрозой точно находится, это по данным Всемирного ЮНЕСКО, да, но и родители сейчас активизировались, но чиновники у нас, начиная от директоров, начиная от завуча, начиная от Министерства образования, у нас вот стоит вот сопротивление нам, мы не можем понять, инициатива от народа есть, почему сопротивление? Добавить хотел, да, по этому поводу. Вообще, вот 1,5 года назад, когда наша комиссия только создавалась, кстати, это, наверное, один из единственных уникальных таких случаев, когда комиссия создавалась снизу, а не сверху. То есть мы, опять-таки, после событий осени 2017 года там в интернете, в мессенджерах там различных списались такие, скажем, абсолютно посторонние, незнакомые люди, познакомились, общие идеи, значит, заинтересованы, пришли там, решили, куда нам пойти, пойдем в Курултай. В Курултай пришли, нас вроде как поддержали, и мы вот так вот образовались. В общем, вот это было 1,5 года назад, и вот одно из преобразований, одно из то есть две конкретные такие большие, у нас были два больших направления, это работа с родителями, как полноправными, полноценными участниками образовательного процесса в соответствии с законом об образовании Российской Федерации. И второе направление, второе по номеру, но не по значимости, это работа как раз-таки с государственными муниципальными органами, с администрациями школ, то есть с чиновниками и с администрациями, в том числе и РАНО, ГРАНО, вот, более низкие ступени, скажем так. Значит, работа у нас была такая, то есть хотели мы, значит, работать с ними, сотрудничать, скажем так. Но почему-то изначально так получилось, что мы стали оппозицией. Вот. То есть мы пришли к Минобр, да, мы пришли в Минобр, сказали, давайте вот мы со стороны родителей поможем вам там. То есть мы не являемся профессиональными педагогами, но со своей точки зрения, как нам лучше, какие-то там рекомендации, может, дадим, какие-то там направления, еще там какие-то вопросы позадаем. Иногда вопросы тоже полезно задавать, ведь чтобы дело пошло вперед. Но почему-то нас так сразу поставили в оппозицию, и вот мы с тех пор вот в оппозиции, скажем так. То есть ничего не изменилось с тех пор, как у нас руководство республики, и в том числе Министерство образования, поменялось? В принципе, как вы считались оппозицией, как вы говорите, так и остались. Ну, приглашать-то они нас приглашают, вроде бы хотят считаться, да. Нас на съезд пригласили, это для нас вот на самом деле, вот по идее, и честь, и достоинство своего рода, да. Но почему-то они, вот знаете, вот пригласили, чтобы только мы заткнулись, извиняюсь за выражение, да, но лишь бы вы не кричали, лишь бы вы не, как говорится, вы все трубы не трубили, да, и они вот просто-напросто, говорю же, вот даже вот сегодняшний день, там, у нас же приходят сигналы со всех районов, со всех школ, со всех мест, да, вот сейчас поступил сигнал, 39-я школа, сами понимаете, кто там учится, да? Так. Там же дети правительства, да, тех чиновников, которые призваны как раз-таки в Башкортостане, именно Башкортостане. А где еще башкирскому языку защищаться, да? А где еще башкирский язык-то нам сохранять, да? Не в Чувашии, не в Татаре же, да? Мы же живем в Башкирии. Значит, здесь сигнал? Сигнал в чем заключается? А сигнал заключается как? Вот башкирский государственный с 5 класса там не обучается. Эти чиновники, они как родители выступили против башкирского государственного языка. Это о чем говорит? В 3-й школе, я думаю, точно так же. Вы понимаете, вот конечно, они как родители, они же как родители выступают в этом плане, не как чиновники. Ну это вот их понимаете, выбор. вот если ты призван, да, защищать, то ты и хоть родитель, хоть ты
чиновник. Ну, то Ты есть вы будешь хотите по сказать- справедливости, ты будешь поступать. Он все-таки Но мне государство... кажется, что это какие-то двойные стандарты. Если ты как чиновник делаешь одно, но как родитель ты совершенно можешь по-другому думать, мыслить и, собственно, для своего ребенка выбирать. Пример-то должен быть, если он пример свой подает, если тому-то, там министру образования или замминистру, или бывшему министру образования, да, если она ничего не делает в этом направлении в своей школе, как родитель, то, то есть вы тот задаетесь же вопросом, депутат... те ли люди занимаются этими вопросами в правительстве? Ну, вот опять-таки, вот как вот девушка сказала правильно, говорит, двойные стандарты. Вот на самом деле. И получается, вот смотрите, вот это же нарушение своего рода закона. Вот смотрите, башкирский язык, вот у нас в Конституции как написано, государственным языком является башкирский и русский. Получается, они наравне должны быть. Обучение должно быть в Башкирии наравне. Так, если подытожить все вышесказанное, получается, реальных изменений пока никаких нет. Вот поговорили, что-то там послушали друг друга, но никаких решений принципиальных не принято. Пока дождем. Угу. Ну, вот на этом фоне Минкульт отчитался о том, что гранты выделяются в этом году разным организациям на поддержку башкирского языка. Целый список организаций там есть. Вы знакомы с этой информацией? Да, Кто да. получает? Нет, мы не знакомы, но мы знаем, что работает, да, программа, да, гранты выделяются, да, мы знакомы с теми людьми, которым выделились гранты. Вот здесь как вы можете сказать, вот правильно ли это делается? Правильные ли организации, на ваш взгляд, получают эти деньги? То есть действительно ли они могут пойти на вот эту вот цель благородную, да, скажем, сохранения башкирского языка? Или у вас есть на этот счет какие-то вопросы и претензии? И вот, знаете, вот мы не отслеживаем, у нас как-то задача, мы вот именно свою цель вот видим. Вы на гранты сами не подавались? Мы не подавались, во-первых, у нас даже что-то и с НКО, как-то мы еще не сформировались, мы больше здесь как-то, больше воюем, как говорится, скажем так, больше как родительское сообщество. Гранты мы не подавали, и как-то мы не отслеживали вот это как, кому предоставляется, какие... На каких условиях? Смотрите, есть еще такая проблема же, да, одно дело там воевать с правительством по поводу того, чтобы законодательно утверждать вот эту необходимость изучения языка, другое дело... А законодательно он утвержден, вы поймите. Вот, но ведь есть еще другая сторона медали, да, вот зачастую нет интереса, и многие общественники, в том числе в этой студии, говорили о том, что бесполезно принудительно заставлять людей изучать башкирский, например, язык, или любой другой. Нужно как-то заинтересовать, но вот с этим у нас проблемы. Самое интересное, что когда... Ну, вот говорят, да, не заинтересованы. Есть такой контингент. А есть второй контингент, который приходит и говорит, вот в том году ситуация была тоже недалеко от Уфы. Школа, 8 классов. Там была возможность из родителей, которые проявили инициативу, создать один класс, который учился бы и чисто в углубленном изучении башкирского языка. Там сделали как? А там вот этих родителей рассеяли и сказали, нечего здесь национальный вопрос поднимать. Это разве национальный вопрос? Если человек хочет на родном языке обучать своего ребенка, это национальный вопрос? Вот вопрос, вы мне ответьте. Это же неправильно. Ну, тут надо быть специалистом, конечно. Тут как бы закон смотреть. Ну вот закон предоставляет возможность обучения на родном языке и родному языку. А здесь хотя бы родному языку хотели обучаться. Углубленно 5 уроков, 4 урока. То есть не все предметы на родном языке, а просто... Хотя бы 3-5 уроков. Нет, сказали, разделили, сказали нет. Сказали, это кто? Это администрация школы решила? Чиновник, да. Чиновник в единственном лице. Ну, то есть вот какой-то директор школы, что ли? У нас всегда появляется, у нас всегда получается хорошо, с директорами если проблем. Директор школы запрещает, почему нельзя не обратиться? Запрещает, а делает такой хитрый шаг, чтобы не почему сделать. нельзя обратиться, я не знаю, в прокуратуру, в полицию, куда угодно? В прокуратуру это невозможно, это же не записано. А она говорит, у нас есть внутришкольное, это, как правило, распределение детей. То есть формально все правильно сделано. Это формально, да, это личная инициатива или лично. Это опять-таки вот всегда проблема с директорами. Вот если директор более-менее лояльный, который действительно понимает, что действительно родителям нужно, он создает условия для каждого родителя. А такие есть в республике директора, где вот действительно эти условия созданы и достаточно? Есть, по крайней мере, справедливые директора. А есть несправедливые? Ну, мы просто больше видим несправедливых, потому что когда справедливость, они молчат. Все нормально, все. А когда есть несправедливость, они обращаются к нам, ну вот мы хотели, а нам не дают. Ну и хотел бы уточнить, вот с новым руководством республики, я не знаю, на встречу с Радием Хабировым, может быть, вы попадали или не попадали. Вот какое-то отношение сформированное у нового руководства вы увидели, помимо Министерства образования? Ну, отличается ли от того, что было раньше при вот, предыдущем руководстве региона? С Ради Фаридовичем на встречу мы пока не попадали, ну, собственно, не стремились, скажем так. Сами понимаете, пока, скажем так, межсезонье некое.
И, ну, может быть, в связи с этим фактором, пока мы к этому не стремились, и не записывались, и не пытались. Но отношения, в принципе, сами тоже видите, оно пока такое немножко подвешенное было. Единственное, что вот сам вот этот прошедший форум, прошедшее мероприятие, оно показало некоторую заинтересованность, да, непосредственно исполняющего обязанности главы республики. Сам он не приходил, да? Он сам участвовал. Участвовал. Сам участвовал, более того, выступление было на башкирском языке у него. Да, точно, оно же было. Поэтому вот это является как Мгм. неким показателем, скажем так, хотя в принципе тоже там были озвучены фразы, что, мол, что необходимо актуализировать язык, да, если так можно сказать, то есть неким трендом его сделать, каким-то модным направлением разговаривать на башкирском языке, то есть это все поддерживаем, но пока конкретных действий не видим. Скажем. Ну, смотрите, мы обсудили съезд, в общем, ситуация более-менее понятна. Дальнейшие планы какие? Что-то делать планируете? Вот, пришли вот на эфир, рассказали, возможно, еще куда-то. Конкретные шаги по поводу того, чтобы замотивировать людей хотеть изучать язык все-таки больше, разговаривать на нем больше. Конечно, я вот, когда рассказывал об организации нашей комиссии, я говорил, что одно из направлений — это работа с родителями как раз-таки. Вот в прошлом году массовая работа была, массовые выезды по районам. Достаточно большое количество районов республики мы охватили. Эта работа, она продолжается, она и в сети постоянно ведется, то есть есть своя страничка в социальных сетях, там опять-таки те же мессенджеры задействованы, группы. То есть вся эта работа ведется, не прекращается. Единственное, что сейчас лето оно всегда такое немножко с период спада, потому что у каждого, сами понимаете, в общем, не буду объяснять. Но работа будет продолжаться в любом случае, при любом руководстве и при любом мнении руководства, скажем так. Ну да, вот вчера даже я была в Месигутово, да, была межрайонная конференция, уже родители сами уже подходили, говорили, вот мы соберем весь зал, вы приедете? Я говорю, конечно, мы приедем. Конечно, мы будем разговаривать с вами, будем общаться, свою стратегию мы будем вырабатывать. А уже родители сами уже в районах сейчас поняли, осознали, да, нам нужен язык, да, мы его хотим сохранить, да, мы хотим своих детей именно воспитывать на родном языке. Потому что если мы от родного языка отрываем ребенка, то получается, этот ребенок потом будет страдать. Это психологическое, своего рода. И психологи, многие ученые писали о том, что ребенок сначала должен осваивать родной язык. Но ведь, кстати, как раз родителям-то это и удается, тем, которые дома разговаривают на родном языке, в общем-то, у них получается и без школы, да, оставить родной язык у ребенка в обиходе. Смотрите, какая ситуация. Мои наблюдения, опять-таки, все чиновники прям как вы. Дома разговаривайте. Сколько влезет. Сколько влезет. Но дело в том, что многие родители жалуются. Приходит, ребенка начинаем в садик водить, ребенок приходит с русским языком. Мы отдаем башкирскую группу, ребенок приходит с русским языком. Но тоже, наверное, это не вредно, да? Но владеть-то надо. Не, владеть русским языком в любом случае мы его очень легко овладеем. Он везде, у него среда огромная. Но родной язык надо сохранять для того, чтобы у человека не страдали когнитивные функции. Это, я как обучающий психолог, я сейчас на магистратуру пошла, как на психолог, именно изучать эту тему для меня, потому что она животрепещущая. Ну что ж, на этой ноте мы вынуждены заканчивать наш эфир. Я благодарю наших гостей Эльвиру Байназарову и Руслана Бекинина, председателя и сопредседателя Республиканской комиссии родителей при Всемирном Курултае Башкир. Всем спасибо за то, что нас слушали. Хорошего дня. До свидания. Всем успехов, всего хорошего. Спасибо.